ничего не сделали великого, но обесценили то, что считалось великим. Это слова английского философа Фрэнсиса Бэкона, обращенные к потомкам. История хранит прошлое и очень зависима от настоящего. Ее оружие – документы и факты. Трактовки меняются, факты остаются. Может быть, поэтому их часто скрывают. Когда молодая советская власть начала строить новое общество, одним из инструментов она выбрала язык. На первый взгляд, ход неожиданный, но, как оказалось, весьма эффективный. Из смелых проектов латинизации языков народов СССР никто никогда не делал тайны. Однако до недавнего времени оставалось неясным, что произошло с этими проектами и почему русский язык так и не был латинизирован. В самом отказе от латинизации секрета не было, но мотивировки часто не объяснялись. И эти документы, они так вот, как наследие, они сохранялись неопределенно долго секретными. Россия сейчас становится энергичной, чистой, по-современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной, коммунистической страной. Идея латинизации русского алфавита для советской России была не нова. О ней говорили и в XIX веке, и в начале XX. И, как ни странно, не только в России. Самые разные люди об этом задумывались. Ну, чаще, кстати, поляки, потому что они предлагали даже, что вот было бы намного удобнее, если бы русский язык использовал латиницу. Ну, культурные связи, близость к Западной Европе. Эти неоднократно возникали. И в печати впрямую обсуждалось. Это не было никакой тайной. И там особой русофобии-то не было. Обсуждалась именно практическая задача, что это своеобразное приближение к западному миру, к западной культуре. Казалось бы, утопическая идея в конце 20-х годов стала реальностью. Это было время, когда языковая политика Советов переживала настоящий реформаторский бум. Справка о латинизации. К ноябрю 1929 года в процессе работы главнауки выяснилась необходимость не только завершения реформы орфографии и пунктуации, но и изучения проблемы латинизации русского алфавита. Зав. Главнаукой товарищ Лупов. В поддержку амбициозного проекта заработала идеологическая машина. Нарком просвещения Луначарский вспомнил, что еще Ленин высказывался в поддержку латинизации русского алфавита. Правда, в трудах Ленина эта мысль не встречается. В научной среде появились идеи о том, что русский язык в сознании республиканских народов связан с русификаторской и миссионерской политикой царизма. Эстафету подхватили представители полиграфической промышленности. Они подсчитали экономические выгоды предстоящей реформы. Справка о латинизации. Один переход с «и» на «и» с точкой должен дать экономию до 4 миллионов рублей в год, в том числе до 1 миллиона рублей валютой, цветные металлы. Зав. Главнаукой товарищ Лупов. Большевики шли к власти с идеей, что они только начали процесс в мире, что дальше пойдут другие революции в других странах, что и это будет мировая революция, что пролетариат победит во многих странах. И поэтому большевики задумались о латинизации, так как идея уже была в воздухе, что как хорошо было бы приблизиться, сплотиться, пролетариат, объединяя рабочие всех стран, да, объединяйтесь. И вот хорошо бы, если этим объединяющим началом была как раз латинизация русского языка. Вот это одна из основных политических идей. За ширмой политических лозунгов всегда стоит реальная жизнь и реальные люди. Но в 1920-е годы страна была настолько поглощена идеей мировой революции, что о неполитических последствиях латинизации русского языка мало кто думал, кроме, пожалуй, властей. Происходит именно отрыв населения, народа от его культурных корней, от его духовных корней.
Вот что за этим стоит. Менялась вера человека. Она спускалась с небес на землю, где теперь хозяевами были эти люди. Конечно же, большевикам был нужен новый человек, как они называли, воспитание нового человека, который был бы воодушевлен, распален классовой ненавистью, с помощью которой можно было бы делать какую-то мировую революцию. Рождался новый человек с новой судьбой, с новым будущим. И вся страна жила для того, чтобы иные образы входили в его жизнь. Так или иначе, партия поставила задачу, и работа закипела. К счастью, к ней привлекли лучших специалистов того времени. В 1929 году они объединились в комиссию при Наркомате просвещения. В нее вошли специалисты по разработке новых письменностей, книгоиздатели, полиграфисты. Но ядро комиссии составили известные лингвисты – Лев Жирков, Александр Пешковский, Алексей Сухотин. А возглавил ее ученый с мировым именем лингвист-профессор Николай Яковлев. Участники комиссии уже имели почти десятилетний опыт по созданию новых алфавитов. На Советском Востоке к этому времени была проведена огромная работа по переводу тюркских языков на латинскую основу. Первым в СССР на латиницу перешел Азербайджан. Еще в начале 20-х. Вскоре республика рапортовала в Центр. За короткое время ликвидирована неграмотность 70 тысяч рабочих и крестьян. После этого советская власть решила распространить опыт Азербайджана на все народы СССР, использовавшие арабскую письменность. Для обсуждения этого вопроса в 1926 году в Баку собрался первый всесоюзный тюркологический съезд. На нем звучали разные мнения. Ученые выступали в защиту как арабицы, так и латиницы. Но отдельные вопросы не вызывали сомнений. Что такое арабская письменность для тюркского континуума языкового? Это на самом деле письменность на некотором другом языке. Это язык тюрки, сформировавшийся на межязыковой основе и не равный ни одному из народных тюркских языков, которые реально функционировали, допустим, в начале 20 века. И, кроме того, еще что можно сказать про арабскую графику, она, конечно, слабо приспособлена для фонетических систем тюркских. Во многих выступлениях подчеркивалась сложность арабского алфавита. Символически выписываемые буквы, множество дополнительных знаков. На то, чтобы изучить такую письменность, уходили годы, поэтому бегло читать умели только очень образованные люди. Такие доводы показались убедительными. И первый съезд тюркологов принимает решение перевести на латиницу языки всех республик и регионов СССР, которые до этого момента пользовались арабской вязью. Безусловно, во многом такой шаг был продиктован политическими задачами. Это мусульманский мир, он очень религиозен, и если мы им принесем латиницу, то новое поколение не будет читать эти религиозные книги. Они очень быстро отойдут от своей культуры. Это была такая глубокая политическая идея, и она стала осуществляться. Ташкентский полиграфический комбинат выполняет большое государственное задание. Печатаются учебники для школьников Узбекистана. В стране начинался этап организованного перехода на латиницу. С научной точки зрения, многое в этой реформе было удачным. Например, впервые проведена унификация алфавитов разных народов. Это произошло уже через год, в 1927-м. Унифицированный новый тюркский алфавит состоял из 34 букв с дополнительными знаками, которые вводились по мере надобности для отдельных языков. Разработка шла очень правильно. То есть делались описания языков. Тот же Поливанов создал описание узбекской диалектологии, допустим, которая, в общем, лучше пока нет. К
К 1929 году Азербайджан, где реформа подходила к своему завершению, доложил: по старому алфавиту грамотных людей в республике было 8%, а по новому – 20%. По Союзу покатилась волна соцобязательств – закончить реформу алфавита в кратчайшие сроки. Вскоре в Узбекистане, Туркменистане, республиках Северного Кавказа на латиницу уже переводили периодическую печать и делопроизводство. А ученые начали разработку новой терминологии, национальных стенографий и методов работы телеграфа. В национальные словари входит одинаково звучащее слово «трактор». Оно едино по звуку и смыслу для узбекских колхозников и для крестьян Алтая. И так притягательна сила этих еще не совсем ведомых слов, что к ним идут люди через пустоши и бураны. Однако переводом арабской вязи на латиницу не ограничились. В 1930 году на латинскую графику стали переводить монгольскую, древнееврейскую, ассирийскую письменности. А затем началась работа по созданию письменности на латинской основе для малочисленных народов Севера, Кавказа, Средней Азии и даже для бесписьменных народов. Латинизация шла широким фронтом по всей территории СССР. Но провести такую реформу в многонациональном государстве оказалось не так просто. И это насторожило власть в части латинизации русского алфавита. О новом алфавите и языковом строительстве. Все попытки насильственного перевода удмуртов на латинский алфавит потерпели крах, что явилось следствием определенного противодействия широких масс населения. Зав. Отделом науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКПБ Бауман. В этих планах было много утопий, и при том, что прямого сопротивления было немного, но, конечно, задача была очень трудной. На проводимую реформу стали влиять и изменения в стране, которые проявились к началу 30-х годов. Очевидно, Сталин тогда понял, что мировой революции не дождешься, что нужно строить как-то жизнь по-другому. И он выдвинул новый лозунг построение социализма в отдельной взятой стране. Вот. То есть, если идти к мировой революции, то другими путями. 1 мая 1930-го строители проложили последние рельсы в месте смычки на станции Аягус. Теперь молодая промышленность республик Средней Азии получит станки, оборудование. Рельсы принесли им и быструю езду, и оседлую жизнь, и новые небывалые профессии. Страна берет курс на индустриализацию. На этом фоне неразбериха с алфавитами и учебными программами выливалась в серьезные последствия и ощутимые экономические потери. Конечно, в 17-18 это еще, возможно, бы что-то сделало, а в 30-м году, когда уже новый строй установился, когда уже была жесткая централизация, и вдруг тут заставлять людей переучиваться, я думаю, что, конечно, Сталин это понимал. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ о латинизации 25 января 1930 года. Предложить главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита. Секретарь ЦК. Подули новые ветры. Луначарский был снят с поста наркома просвещения, его место занял человек Сталина, активный исполнительный Андрей Бубнов, но он не был поклонником латинизации. Комиссия по латинизации русского алфавита проработала всего несколько месяцев. Однако за этот короткий срок удалось создать 3 проекта русской латиницы. Один из них отмечали даже сами ученые. Этот алфавит был действительно научно очень хорошо обоснован. С одной стороны, он сохранял привычные для носителей русского языка представления. Не надо думать, что там русский алфавит там англизировался или там делался по образцу французского и немецкого. Там нет, там были соответствия твердому знаку и соответствие буквам «я», «ю», «ё». Все это там было, там
Действительно, этот алфавит, если брать его чисто научную сторону, то лингвистически он значительно лучше, чем, скажем, та русская латиница, которую сейчас иногда пишут в интернете, когда там действительно нет, скажем, канонического соответствия мягкому знаку, и иногда его вообще пропускают, и вообще иногда этот алфавит основан больше на языковых представлениях носителей английского языка. Слово «революция» в новой графике выглядело так. А таким образом писались слова «цепь» и «язык». Или пример использования буквы «ё» – «черный» и «ёж». Этот проект так и остался на бумаге. Кроме русского языка, латинизация не затронула только украинский и белорусский языки. На остальной территории СССР была проведена немалая работа. Более 70 алфавитов, это, конечно, впечатляло даже до сих пор западные ученые, не очень благожелательные к советскому опыту, тем не менее, как раз именно эту его часть чаще оценивают положительно. Такого никогда еще не видели его зоркие глаза. Женщина, его родная дочь, читает книгу. Кажется, они совсем рядом. Старый охотник и дочь, а между ними целая эпоха. Остановить запущенный процесс удалось не сразу. В печати продолжали появляться материалы в защиту латинизации русского алфавита. Поэтому через полгода последовало очередное постановление. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ о реформе русского алфавита. 5 июля 1931 года. Ввиду продолжающихся попыток реформы русского алфавита, создающих угрозу бесплодной и пустой растраты сил и средств государства, ЦК ВКПБ постановляет воспретить всякую реформу и дискуссию о реформе русского алфавита. Секретарь ЦК. Я думаю, что это просто чисто политическое решение было высшего руководства, сталинского руководства. Иногда на современных сайтах ты читаешь, на сайтах национал-большевистского какого-то содержания, что, мол, Сталин спас русский язык. Я думаю, что это заблуждение. Я думаю, что если Сталин считал бы, что ему выгодно латинизировать русский алфавит, он бы, конечно, это пошел без всякого страха и без трепетной рукой бы провел эту идею в жизнь. Гриф секретности на документах об отказе от латинизации русского алфавита оказался не столько благодаря их содержанию, сколько благодаря своеобразной новой бюрократической традиции. Обычно все дело производства высших органов власти закрывается, но в советской России некоторое время было не так. Большевики как раз пришли к власти с лозунгом, что мы все рассекретим, что мы все документы царской империи покажем миру. И показали. И это вызвало огромное количество, в общем, сенсационных статей и книг на Западе. Очень это не понравилось французам, англичанам, американцам, потому что все секретные договоренности царского правительства большевики опубликовали, чтобы показать империалистическую суть царской империи. Ну, а в ответ-то что получили? В ответ они уже захотели наладить новые отношения с западным миром. Они захотели кредиты. А как вы будете сотрудничать с этими людьми? И как вы будете... Кредиты, это же дело такое, идет борьба, там 10% набавить, там 15%, за каждый рубль или доллар борются. А кто же вам будет доверять, если вы все это в газетах указываете? К тому же самим большевикам перестало нравиться, когда какие-то тайные переговоры о каких-то займах, еще что-то, вдруг попадает в западную прессу. Поэтому очень быстро, еще при Владимире Ильиче Ленине на все документы, связанные с деликатными вопросами высшей политики, стал ставиться гриф «секретно», а уже после смерти Ленина это уже была общепринятая практика. Вслед за отказом от русской латинизации в языковой политике Советов произошел резкий перелом. Латинизированные алфавиты попали под удар острой критики. О новом алфавите и языковом строительстве. 15 мая 1936 года. Долголетний опыт показал, что кабардинские и абазинские дети с трудом овладевают своими азбуками только на 5-м году обучения. А бегло читать эту латинизированную письменность еще никто до сих пор не научился. Зав. Отделом науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКПБ Бауман. Стали даже
стимулировать так сказать, недовольство трудящихся, люди очень быстро стали писать письма в центральные газеты, в «Правду», в «Известия», что вот им надоела латиница, что это неудобно, что кириллица намного лучше. О новом алфавите и языковом строительстве. 15 мая 1936 года. Враги советской власти и ВКПБ пытались использовать латинизацию в целях отрыва трудящихся этих республик и областей от общей семьи народов Союза СССР. Прикрываясь разговорами о международном характере латинской основы, они отстаивали ориентацию на буржуазную культуру Западной Европы. Зав. Отделом науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКПБ Бауман. Формально был остановлен только проект латинизации русского алфавита. Все остальные работы продолжались. В этой связи последовало совершенно неожиданное указание властей. 20 ноября 1934 года. Секретарям ЦК ВКПБ товарищу Сталину, товарищу Кагановичу. Весной прошлого, 1933 года, культпропам были даны твердые указания Комитету по латинизации о том, что ни в коем случае не латинизировать алфавит тех народностей, которые применяют русскую письменность. Зав. Культпроп отделом ЦК ВКПБ Стецкий. Это была первая ласточка очередной реформы в языковой политике государства. С 1936 года в СССР объявлен срочный перевод всех письменностей с латиницы на кириллицу. Вот татары, азербайджанцы, они все это на себе испытали. Сначала их лишили их духовной, так сказать, родины, духовных основ, лишив их арабской письменности и графики. Затем их перевели на латиницу, потом на кириллицу. И снова не обошлось без политической подоплеки. То, что казалось спасением в 30-м, к 36-му году превратилось в рудимент, от которого необходимо было срочно избавиться. Здесь все довольно просто. Это укрепление личной власти Сталина. Это укрепление диктатуры одного человека. И в условиях жесткого централизованного государства, где у вас выстроена единая система, единые учебники, единая система образования, у вас централизованная пропаганда, и все это на русском языке. Ну, понятно, что в данных условиях кириллица оптимальный вариант. И зачем нам разбрасывать силы, когда вот есть уже кириллица. В какой-то степени это уже напоминало даже царскую политику, но, конечно, здесь все пропаганда объясняла именно заботой об этих народах. Октябрьская революция спасла народ Марий от вымирания. Вместе со всей страной республика включилась в дела пятилетки. Строила школы, дома культуры, дворцы пионеров, больницы. Появилась своя национальная письменность. И марийцы прочли на родном языке произведения Ленина. С тех пор на территории СССР весь советский период преимущество имели кириллические алфавиты. Исключение составили только Латвия, Литва и Эстония, которые вошли в состав Союза, имея латинский алфавит. Кириллица стала объединяющим фактором. Не случайно после развала СССР многие бывшие союзные республики решили перейти обратно на латиницу. А те, кто не сделал этого в 90-е, стремятся сделать это сейчас. И снова в передовых оказался Азербайджан. Они перешли практически сразу на латиницу после отделения, но это был период, когда детям было нечего читать, потому что детей уже научили читать на латинице, а книги все изданы пока на кириллице. Переход на новую графику – это означал разрыв культурной преемственности. Вот это самое главное, что нужно, наверное, сказать. В целом, это огромный шок для нации. Я думаю, именно культурный шок. Отрыв от каких-то культурных основ, от вот общего культурного течения, понимаете? Когда молодежь не имеет единой системы ценностей, не понимает своих родителей и стариков, те не понимают молодежь. Это же страшнейший такой, я бы сказал, социальный эксперимент, который несет в себе огромный психологический стресс для поколения. И вообще надо сказать, что как здорово, что мы не перешли на латиницу. Время,
Вот что спасло Россию от латинизации в 30-е годы. Если бы советская власть воплотила этот проект в жизнь чуть раньше, в 17-м, когда ломалось и рушилось все, возможно, реформа прошла бы успешно. Тогда сегодня мы бы знакомились с Пушкиным и Достоевским по переводам и не могли бы прочитать писем своих прадедов.